Время новостей на Абаза ТВ, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На повестке окончательное решение вопроса по соглашению. В Сухуми прошло собрание Координационного совета по выходу из политического кризиса. Благодатная миссия Абхазской православной церкви передали частицу мощей святого Иоанна Златоуста. Театральные вести. Абхаздрам представил премьеру «Асду». Русдрам подвел итоги 43-го сезона. В Москве приняли к сведению договоренности абхазских властей и оппозиции, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Абхазии, которая является одним из ближайших союзников и партнеров России. По словам Захаровой, важно создать условия для проведения досрочных президентских выборов в республике. Именно абхазскому народу предстоит выбирать главу государства, который смог бы обеспечить безопасное, стабильное, поступательное развитие республики, добавила она. В Сухуми прошло собрание Координационного совета по выходу из политического кризиса в Республике Абхазия. На повестке окончательное решение вопроса по соглашению по инвестициям и ряд других вопросов. С подробностями Элеонора Гилаян. Первой темой заседания Координационного совета стало инвестиционное соглашение. По мнению собравшихся, документ, с которого все началось, должен быть не ратифицирован депутатами. Мы должны поставить точку в вопросе инвестиционного соглашения. Это соглашение, повторюсь, не соответствует интересам абхазского народа, абхазского предпринимательского сообщества. Это соглашение должно быть остановлено раз и навсегда. Поэтому мы обращаемся к депутатам парламента на ближайшей сессии рассмотреть данный вопрос. Потому что мы уже должны научиться говорить «нет» однозначно и твердо всем этим антинародным инициативам. Это правильный сигнал для тех, кто и в будущем захочет стать проводником подобного рода инициатив. Об этом мы считаем важным сказать, потому что нас, тех, кто собрался у здания парламента в тот день, волновал не только Асланджания или какие-то кадровые вопросы. Нас волнует вопрос соглашения и все те вопросы, которые носят антинародный характер. Еще одним вопросом, который подняли члены Координационного совета, стал кадровый. Значит, в начале декабря заканчивается срок у генерального прокурора. Полномочия его заканчивается. Насколько мы сейчас слышим, его собираются заново представлять. Это вообще сверхцинично и сверхнагло. Мы хотели бы предостеречь Бадру Зурабовича. Честно говоря, многие даже в оппозиции к нему относятся очень хорошо. Мы обращаемся к нему, чтобы он не совершал ошибки в этом случае, потому что полностью дискредитировавший себя прокурор, который не занимался прямыми своими обязанностями, а как опричник занимался преследованием инакомыслящих людей. Вы знаете, столько громких преступлений произошло против ветеранов, против инакомыслящих людей, очевидное воровство и расхищение народного добра в виде ачигвары. Чтобы вы знали, более 20 дел сегодня явным хищением государственного имущества лежит от контрольной палаты в прокуратуре, где нет должного внимания, вообще не рассматривает. И вот такой перекос, который пользовался господин Агрба, этому надо положить конец. Есть достойные люди, мы можем провести консультации и с Зурабом Бадровичем, и с общественностью, предложить людей, которые профессионально
профессионально могут поработать и заниматься должным надзором над... Леван Микаа выступил с инициативой создать общественный совет, который будет контролировать политику вещания государственного телевидения. Убрака еивеиԥшым ауаа зырбшқәа, аицәажәарақәа, аинтервиуқәа цот, еивеиԥшым аҭагылазаашьа аарҳәны иаадырԥшуеит. Убри аҟнытә ҳара ус уи шаҟантә иаҳҳәахьоу, аха зныкгьы уи аус аҵыхәанӡа инаҳмыгӡаӡеит. Ауаажәларатә совет ҳәа изышьҭоу убраҟа иҟазароуп, абра апату зқәу аиҳабацәа ауаажәларатә хеидкылақәа зегьы уа иалаланы иҟазароуп, убырҭ роуп изыӡбаша аполитика, аԥсуа телехәаԥшра рполитика. Ус ҳҳәар ҟалоит, аԥсуа телехәаԥшра ауаа ирхынҳәны ирыҭатәуп, ажәлар ирхынҳәны ирыҭатәуп. Иахьа аӡәы имаҵ шауа еиԥш, уи ушьҭа аҵыхәаԥҵәатәуп. Убри аҟнытә уи хынҩажәи жәаа-шықәсазы амилаҭ қәԥара иаҳзаанагаз аԥсуа телехәаԥшра аԥсуа жәлар ирымазароуп ҳәа убыца гәаанагара ҳамоуп. Убригьы абра еибыҳәан иҟоу общественный ауаажәларатә совет. Ну, если, значит, сказать это, чтобы все общественные силы присутствовали, и общественный совет народный вырабатывал политику, чтобы телевидение кого-то не обслуживало, а работало на, объективно на абхазский народ. Вот такие у нас предложения. И я бы еще что хотел сказать. Конечно, мы все благодарны всем, кто участвует во всех процессах, но хотел бы попросить Председатель Совета старейшин Аполлон Думаа выступил за проведение серьезных реформ в интересах абхазского государства и во избежание дальнейших политических кризисов. Разделяй властвуй, абриших хизгет, ачкун шабрак раздырва, ацарава, агетца, айбешрабри, хабсадгил хек, ахукит рехаму, хазазгаз, шалатоп, абрец охопахчароб. Абаса ами, екуфананейра, абриджера механизм кахтароб, حخشي لصنا حزن بك أرمرك دو مرغرك دو ما حيت بلنا بسنا بيبش حزبرو حراح كونستيتوسيا أبسو ترى أخزروب أبسو لا يخزروب إن باكتنا إسوال شوت أتوباني وزويه أتوبانو وتوبوز أوروروب مشيلا جوري يرحمه أمريا توبوس جويتاس حالة شجروب أيه يا موزوزر أنخ برحني بقرب أيه أباسي قمات زوحة أبري زوحنا أكيد شمقاعر شعته حتى بسوا حواجب ركوبوس أبري خشي خشاشلا حيت بالنا واخي قولوا يحواج للروب راخي قولوا يحواج للروب أكوبا كتشيت ستانيتي بيشوز يخانا عاق برتي أري أصبرش جوزر أري حميلات سيجرزا حيدموه. Нугзар Логуа также выступил за реформирование государственной системы и сделал акцент на информационной политике. Уажәшьҭан дшеиџьшьаны акызаҵәык игәырӷьо абра ишышәҳәаз еиԥш ԥсыҭбарада ҳахьылгазо. Уи иаанагаӡом ара аӡә диааит, аӡә даҵахеит ҳәа. Иаҵахогь дызусҭада, иааиуагь дызусҭада. Жәларык ҳауп зегьы. Иахьа уажәшьҭа изызхәыцтәу абри еиқәышаҳаҭра ишәыбжьашәҵаз, са сгәы иаанагоит убра имаҷымкәа ацәажәара цон. Иеибышәҳәаз шәара шәыҩныҵҟа шәара ишәымдыруеи.
ибзианы ишыӡбама, ицәгьаны ишыӡбама, зегьы аус иаҳнарбо. Шәеиқәышаҳаҭны иҟашәҵазар, ҳаргьы шәыгәра ҳго. Убри иҟынтәи иахьа анапхгараҿ иҟоу амааз шәыркыз дареи шәареи ус еицышәуро. Ҳаз зегьы ҳауроуп аус. Ара еиуеиԥшым ацәажәарақәа цот иааҳакәыршан. Адунеи ахьынӡанаӡааз зегьы ҳтема иалацәажәом. Урҭ зегьы ҳаҳарҭахума? Убри иҟынтәи уи аус ибзиаӡаны иахылаԥшуп абри аинформациа ицо аканалқәа зегьы рҿы анализк азууны игәаҭалатәуп. Аԥсуа жәлар рганахьала, Аԥсны инхо ажәлар рганахьала аинформациа иашаны иҟаҵалатәуп. Аԥсуа телехәаԥшраҟангьы инеитәуп, ирацәажәатәуп. Еилыркаароуп зегьы, ҳаз зегьы хырхарҭас иҳамоу ак шакәу. Уи ада даҽа мҩак шҳамам. Шәаргьы шәыжәҩа еибыҭан, шәхаҵкы аҷкәынцәа ҳазхәаԥшуа, шәеидгылац абас шәеидгыланы ауаа шәыгәра ргеит, ауаа шәыдгылеит. Ари иаҵанакуа даара ирацәоуп. Заседание Координационного совета продолжилось без журналистов. Элеонора Гилаян, Тимур Гугухи, Абаза ТВ. Незамедлительно приступить к конституционным реформам в своем манифесте о реформах предлагает инициативная группа из видных представителей абхазской общественности. Среди предлагаемых реформ закрепление смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы для выборов в Народное собрание парламент Абхазии, перераспределение полномочий между ветвями власти для перехода к смешанной парламентско-президентской форме правления с ключевой ролью парламента в формировании и контроле деятельности правительства, усиление независимости судебной системы через реформу порядка формирования судейского корпуса, обеспечивающего реализацию этого принципа, реформа публичной власти на местах с установлением процедуры избрания глав администрации районов и городов, создание независимого общественного телевидения с попечительским советом, сформированным из авторитетных и беспристрастных представителей общества. Как отмечается в манифесте, президентские выборы не принесут нашей стране необходимого результата без проведения конституционных реформ. Настало время создать новую основу для единства и взаимодействия ради сохранения завоеванной независимости и в интересах будущих поколений. Конец цитаты. Присоединились к манифесту граждан Абхазии и инициативе юристов Абхазии 20 ноября в своем обращении более 40 подписантов из видных представителей абхазской научной и творческой интеллигенции, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. В обращении, в частности, отмечается: считаем, что в кратчайшие сроки и до проведения следующих президентских выборов парламентом должны быть приняты неотложные поправки к Конституции. Изменению должны подвергнуться Конституция в части выборного законодательства и распределения полномочий внутри ветвей власти, законодательство о местных органах власти, законодательство об общественном абхазском телевидении. Без осуществления вышеуказанных чрезвычайных мер и проведения президентских выборов в соответствии с уже обновленной Конституцией мы не сможем остановить цикличные внутриполитические кризисы и вывести Абхазию на путь поступательного и стабильного развития. Сбор подписей продолжается. Общественная палата выступает за укрепление институтов государственной власти путем конституционных преобразований системы управления. Об этом говорится в обращении Общественной палаты к гражданам Абхазии. Очередной политический кризис в стране стал еще одним серьезным испытанием для нашего народа. С первых дней члены Общественной палаты принимали активное участие в преодолении данного кризиса с целью нормализации обстановки в стране. Способность сторон проявить выдержку, благоразумие, готовность к конструктивному диалогу, политическая воля и стремление участников переговорного процесса найти компромиссные решения по выходу из острого противостояния позволили избежать дальнейшей эскалации напряженности и разрешить кризис в рамках конституционного поля, что было важнейшей задачей для нашей государственности, говорится в обращении.
Общественная палата на протяжении более полугода работает над проектом поправок к Конституции Республики, включающих в себя реформу избирательной системы, перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, развитие партийной системы. Общественная палата открыта для публичных дискуссий и готова к конструктивному сотрудничеству, направленному на развитие нашего государства, отмечается в обращении. Систему власти в Абхазии необходимо менять так, чтобы сократить полномочия президента, считает директор Центра стратегических исследований Вячеслав Чирикба. В эфире «Радио Спутник» он пояснил, что Конституция Абхазии писалась в условиях военного времени, но с тех пор ситуация изменилась. Нет системы отчетности, на президента никто не может повлиять, даже парламент, поэтому людям приходится выходить на улицы, подчеркнул Чирикба. Конституция тоже нас требует какого-то изменения, потому что она была создана, в принципе, под влиянием военных действий, когда нужно было единовластие, единоначалие. Сейчас этого нет. Сейчас другая ситуация. Однако президент, к сожалению, у нас обладает царскими полномочиями. Нет системы, извините, там нет системы отчетности, нет системы какого-то даже влияния на президента. Никто не может повлиять, ни парламент, ни вообще никто. Вот поэтому приходится выходить на улицы людям, да. Потому что если не можешь нормальными путями, юридическими путями, да, то получается, что вот остается для народа. Я не одобряю ничего, да, такого. Это никому это не хорошо. И тем не менее это происходит. Значит, какой-то сбой системный есть во всем этом. Надо изучить его хорошо и просто реформировать нашу Конституцию, чтобы это было разделение властей реальное, а не формальное, чтобы президент обладал не просто полномочиями, но также был подотчетен обществу, а сейчас невозможно никак влиять на его решение. Никакого инструмента не существует. В реформах нуждается не только институт президентства. Директор ЦСИ считает, что необходимо разработать систему сдержек для законодательной власти. Парламент принимает также законы, которые ему направляет президент. Я считаю, что должен существовать Сенат Верхней Палаты, который будет контролировать решения Нижней, пояснил Вячеслав Чирикба в эфире «Радио Спутник». 21 ноября в МИД Республики прошла встреча ИО заместителя министра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава с почетным консулом Республики Абхазия в Китайской Народной Республике Гэ Джили, отметив, что Абхазия поддерживает Пекин в вопросе Тайваня и признает суверенитет Китая над ним. Одиссей Бигвава выразил надежду на решение вопроса мирным путем. Также он заявил о том, что Абхазия, как и ее стратегический союзник Россия, как и Китай, выступает за равноправный и многополярный мир. Одиссей Бигвава подчеркнул, что Абхазия открыта для диалога и рада инициативам, которые приведут к развитию культурных и гуманитарных связей с Китаем, а также выступает за привлечение инвестиций с целью развития экономики. Гэ Джили со своей стороны заявил о поддержке перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Китаем и выразил надежду на дальнейшие консультации. Оборудование для работы с серьезными травмами таза доставят в Абхазию, сообщил «Радио Спутник» глава Минздрава Эдуард Бутба. Он подчеркнул, что травмы таза очень опасны, и умение проводить такие операции – высшее мастерство. Министр добавил, что абхазские врачи смогут поехать в Москву для обмена опытом, повышения квалификации и изучения новых методик, согласно заключенным договоренностям с российскими коллегами. Общественная организация PH21 продолжает на База ТВ проект «Сила общества». Это цикл круглых столов о гражданской инициативе в разных сферах нашей жизни – в медицине, экологии, культуре и многих других. 7-й выпуск сельскому хозяйству посвящается и общественным инициативам в нем, предпринимательству и государственной поддержке в области сельского хозяйства. О наиболее успешных проектах и актуальных проблемах в области сельского хозяйства наш 7-й выпуск, который вы увидите после новостей. В апреле не выпало вообще ни 1 миллиметра осадков. А сбор спаржи с середины апреля до середины мая. И, соответственно, наш урожай сократился раз в 10. Мы почти 1,5 года просто на одном месте стояли, никакой прибыли, ничего вообще не было.
более эффективны все равно оказываются все же малые и средние хозяйства, и связано это вполне с объективными причинами. Огромные предприятия захватывают весь рынок, а все население на них работает. Монополизируют, конечно. А когда вы создаете мелкие и средние предприятия, вы создаете психологически другой тип человека. Человека, который сам твердо стоит на своих ногах, сам отвечает за себя, готов на себя взять ответственность. Это важнейшая задача воспитания такого нашего человека, гражданина, крестьянина. Это вообще ключевая вещь. Оплачивает это все Министерство сельского хозяйства, но напрямую средства не предоставляет. Абхазской православной церкви передали частицу мощей святого Иоанна Златоуста. С этой благодатной миссией в Абхазию прибыл соотечественник Владимир Кокоба. Слово Марианне Котовой. День Архангела Михаила и прочих небесных сил в Сухумском кафедральном соборе стал двойным праздником. Церковь в этот день получила в дар от Владимира Кокоба мощи святого Иоанна Златоуста, которые он привез из Италии, где они хранились много лет. Это мощи были привезены и получены в Италии, потом это переехало в Испанию и, наконец, это переехало в Абхазию. Это частным визитом, частным желанием и помочь народу Абхазии, чтобы здесь наш великий Иоанн Златоуст, который упокоился, также обрел дальнейший покой здесь, на той земле, где он упокоился. Его место здесь. И, конечно, его место, понимаете, сделать мир в Абхазии. И вы не поверите, я не знал дату, когда везти, с чего, и вдруг, купил билет на 16 ноября, мощи приехали в Абхазию 16 ноября, как раз эти все происходившие события. И посмотрите, Господь управил, и Златоуст тоже решил, чтобы в Абхазии был мир, и как-то конфликт разрешился мирным путем. Владимир Кокоба не первый раз приезжает в Абхазию с подобной миссией. Ранее он привозил святые мощи преподобного Нила Столобенского в Дранский Успенский собор, мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона, святого Трифона и святителя Спиридона в храм пророка Илии в Агудзере. Я привозил в Дранский храм святые мощи Нила Столобенского. Это очень почитаемый в России святой угодник и целитель. А в Агудзерском храме находится святой Пантелеймон, Трифон и Спиридон. То есть 3 частицы великих мощей. Просто многие не знают. Поезжайте, помолитесь. Просите исцеления у Пантелеймона. И все остальные, как говорится, радости жизни, что вы хотите получить. В этом кафедральном соборе находится 10 великих частиц святых мощей. Вы можете узнать у батюшек, которые вы сейчас молились, в ковчеге были, это тоже я привез. Не знаю, наверное, Бог так управил, это какая-то миссия. Я сам себя не направляю, у меня получается. И я это делаю, я с большой радостью везу это на мою родину. Как рассказал Владимир Кокоба, механизм передачи мощей может различаться. Иногда они где-то покупаются в Европе или России, передаются или обмениваются. По его словам, в Европе сейчас не самое лучшее время для религиозных артефактов. Где-то покупается, где-то передается, где-то обменивается. В общем, это какой-то, все проходит, как говорится, там сверху, как говорится, все решает, кому как. Но, конечно, именно смотрим за это, где за границей церкви, там разоряется, церкви там нету. И поэтому получается, это все приобретать в Европе для нашей благословенной Абхазии. Настоятель храма святого пророка Илии в Агудзере иерей Далмат Гопия поздравил всех и с праздником собора архистратига Михаила и прочих небесных сил и с обретением мощей Иоанна Златоуста. С Божьей помощью возвратились мощи Иоанна Златоуста. Как вы знаете, в IV веке он здесь жил в Абхазии, почил, и предсмертное слово он сказал: слава Богу за все. Также мы должны всегда благодарить Бога за все, что с нами происходит, чтобы мы могли жить по тем заповедям Божьим, которые Господь дал каждому из нас. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Священник рассказал, что мощи святых сохраняются для того, чтобы через них верующие могли обрести благодать, исцеление и духовное подкрепление. Богу угодно, чтобы они сохранились для того, чтобы мы
могли ихними молитвами побеждать, и чтобы их мощь ограждали от всякого нас зла. А войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко рассказал о награждении священнослужителей медалями Георгиевского креста второй степени Черноморского казачьего войска в Абхазии. С благословения отца Виссариона, к сожалению, он с нами сегодня не присутствует, эти награды мы вручили 4 знаменитым людям нашей страны. Я считаю, что это знаменитые люди, наши священнослужители, люди, которые заслужили. Это Георгиевский крест второй степени Черноморского казачьего войска Абхазии. Еще раз повторюсь, это все с благословения отца Виссариона. После передачи мощей прихожане и все желающие могли приложиться к мощам святого Иоанна Златоуста. Марьяна Котова, Валерий Квикискири, Абаза ТВ. Итогом 43-го театрального сезона и ярким событием театральной жизни до конца года, гастролям режиссерской лаборатории по абхазской литературе, гастролям студентов абхазского курса Щепкинского театрального института и многому другому была посвящена пресс-конференция гендиректора Ираклия Хиндба в Русдраме. Тему продолжит Алиса Адлейба. На пресс-конференции в Русском драматическом театре обсудили яркие моменты прошедшего сезона, а также рассказали о предстоящих гастролях и о том, как Русдрам продолжает развивать абхазское театральное искусство. Значит, 43-й сезон, если взять этот сезон, то, мне кажется, это прорывный, я все время говорю прорывный сезон на каждом сезоне, но так получается, простите, потому что этот сезон подарил нам встречу со зрителем в Абхазии за пределами страны. И этого зрителя в нынешнем сезоне было на 40% больше, чем в 42-м сезоне. В нашем театре аншлаги, на спектаклях, которые идут по 6-7 лет, аншлаги, не только на премьерных спектаклях. И самое главное, что эти полные залы наблюдаются не только летом, когда высокий сезон обычный, но в принципе, можно сказать, что круглый год. Как я уже говорил, спектакли идут при очень высоком зрительском интересе и при зрительском успехе, большом зрительском успехе. Вот у нас есть спектакли, которые идут уже 7 лет. Например, спектакль «Примадонна». Он был сыгран на данный момент 63 раза. 63 раза. Все эти показы сопровождались аншлагами. Такого результата не было ни у одного спектакля в истории театра в Абхазии. Ни в советское время, ни в постсоветское время. Также в повестке пресс-конференции гастроли студентов абхазского курса Щепкинского театрального института. Это уникальная возможность для молодых талантов показать свои навыки на большой сцене и представить новое поколение актеров, готовых внести свежие идеи в театральное пространство Абхазии. В этом году, в этом сезоне мы выпустили 5 премьерных спектаклей. Все эти спектакли, еще раз подчеркну, вот такой сезон у нас получился, что все эти спектакли собирают полные залы. Уже по 10, 12, 15 разы. В этом сезоне Русдрам представил зрителю более 250 репертуарных спектаклей, и это еще не предел. Каждый спектакль – это не просто шоу, а настоящая история, которая трогает сердца зрителей. И неудивительно, что билеты раскупают за несколько недель до выступлений. По гастролям, гастрольная афиша и карта обширнейшая в этом сезоне. Москва, 6 спектаклей, Санкт-Петербург, Воронеж, на очень престижном фестивале Мандельштамфест мы играли. Спектакль «Радость вопреки всему». Красная Поляна, Сочи, Новосибирск, Барнаул, Ростов-на-Дону. И самое замечательное, это, конечно, Южно-Сахалинск, куда мы летели 8,5, до Москвы 4 часа, еще 8,5 часов из Москвы. И там показали наш замечательный спектакль «Софичка». Вот сценография Виталия Янковича была в полном объеме, там была создана художниками Чехов-центра на Южном Сахалине. И вот такая огромная гастрольная обширная карта. Я хочу отметить, что мы очень, я всегда это говорю, но мы бережем бюджет Абхазии и абхазские деньги, и всегда находим возможность, чтобы нас приглашали, оплачивали наши расходы. Значит, мы интересны, нужны, раз такое происходит.
мы такой патриотический театр, поэтому хотим, чтобы у нас хватало денег в стране на все. Генеральный директор театра Ираклий Хиндба с гордостью отмечает, что Русдрам активно включает абхазскую литературу в свой репертуар. Эти спектакли оказывают невероятное влияние на зрителей, пользуются бешеной популярностью не только в Абхазии, но и за пределами страны, завоевывая сердца и умы людей. И мы горды тем, что мы носим имя Фазиля Искандера. И все спектакли, поставленные по произведению Фазиля Искандера, пользуются повышенным зрительским спросом. Русдрам привлекает именитых режиссеров из-за границы. Помимо прочего, на большой сцене театра репертуар пополнит постановкой античной Антигоны. Алиса Адлиба, Торни Камичба, Абаза ТВ. В Абхазском государственном драматическом театре накануне прошла премьера спектакля «Асду. Большой снег». Спектакль по одноименному роману «Рапсодии» Алексея Гогуа на основе пьесы, написанной Зандой Какалия, поставила режиссер Мадина Аргун. Ариарчамтаджа зиграбхадзи хадынасар избыз абриапсуи идгилы и пстазащи и традиции и худщи и ойры япсвари ярей и худхан и нухала уйнакпи пстазарши моду уяган хала скуяна гуд ргуйтаз дэргзитха нас герага юго актерча дар хатрскусцо абиухат расмо рекоп хазрегисало гумнаскесо хагба уй мхаши умадзин а спектакль джияло яхдеру ибзин яхдеру актерча губ сарахатало иззымдеру чуцо актерча гихуб скуяна гуд арина хаски уй сцена пстазара юбха. Репортаж с премьеры спектакля «Асду» в рубрике «Амчибщ Ахтес» смотрите в нашем вечернем эфире. В Абхазии будут бороться с незаконной вырубкой хвойных деревьев, рассказал спутник, инженер Госуправления лесного хозяйства Лана Сичинава. По ее словам, уязвимых и доступных мест в Абхазии несколько. Это Хабстинское, Блабархуапстинское и Нувафонское лесничество, гора Мамзыч, Хаибга, Псхугу-Местинский заповедник, Гудаутский, Гагарский, Каманский и Гулрыбский лесхозы. В преддверии Нового года лесная охрана будет проводить усиленные дежурства вместе с сотрудниками МВД и Госкомитета по экологии. Кроме того, в этих местах установят шлагбаумы. В сутки через таможенный пост МАП «Адлер» Краснодарской таможни грузовым транспортом ввозится до 500 тонн плодов, сообщает Южное таможенное управление. С начала октября из Абхазии в Россию импортировано 5500 тонн мандаринов. Также экспортировано 650 тонн фейхоа, 180 тонн хурмы, 75 тонн лимонов, 225 тонн орехов. Всего таможенный контроль прошли порядка 7000 тонн сельхозпродукции из Абхазии. Сейчас о погоде. В пятницу 22 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, местами с ночи до полудня дождь разной интенсивности. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 10 до 15 градусов. Температура морской воды 17 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.